Доброе утро, жители республики! Сегодня Центр «Мои документы» подготовил информацию для тех, кто планирует стать индивидуальным предпринимателем. От момента возникновения бизнес-идеи до реализации реального дела, как правило, проходит обычно достаточно большое количество времени. Во-первых, нужно определиться с видом деятельности, во-вторых, обдумать саму бизнес-идею и, в-третьих, пройти процедуру регистрации. Если вы твердо решили начать свой бизнес, определились с видом экономической деятельности по классификатору АКВЭД и подготовили пакет документов, вы можете обратиться в отделение Федеральной налоговой службы по месту регистрации, в Центр «Мои документы». Кроме того, в наше время можно зарегистрировать бизнес, не выходя из дома. Для этого достаточно подать документы электронно через сайт налог.ру или портал государственных услуг. Пакет документов достаточно простой. Паспорт, заявление установленной формы и квитанция об оплате государственной пошлины в размере 800 рублей. Для иностранных граждан дополнительно потребуется разрешение на временное пребывание на территории Российской Федерации, а также паспорт иностранного гражданина с переводом на русский язык, который заверен у нотариуса. Если от вашего имени будет выступать иное лицо по доверенности, необходимо знать, что доверенность должна быть оформлена нотариально. Кроме того, при подаче документов через Центр «Мои документы» в городе Якутске на регистрацию бизнеса вы можете подать одновременно уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Срок регистрации бизнеса через Центр «Мои документы» составляет 6 рабочих дней. При положительном исходе вы получите результат услуги в виде листа записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Дополнительно сообщаем, с 1 октября текущего года при повторной подаче документов на регистрацию отменена оплата госпошлины, если изначально какие-то из них отсутствовали или имели ошибки. Закон устанавливает, что в течение 3 месяцев с момента получения официального отказа регистрирующего органа вы можете подать документы повторно без оплаты госпошлины. При этом нет необходимости собирать весь пакет документов. Достаточно представить лишь те, которые не доставали при первичном обращении или содержали ошибки. Также приятные изменения нас ждут с 1 января 2019 года. Так, при подаче документов на регистрацию бизнеса в электронной форме через сайт налог.ру или портал государственных услуг вы можете не оплачивать государственную пошлину. Предстоящие изменения касаются как регистрации индивидуальных предпринимателей, так и крестьянско-фермерских хозяйств, а также юридических лиц, в том числе при внесении изменений в учредительные документы. Благодарю за внимание. Хорошего дня!